Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто позовет вас замуж? Сейчас у нас волшебные дни, у нас сейчас святки. Самое время гадать на брак, на любовь, на замужество. Давайте посмотрим, кто вас позовет замуж. Будем смотреть на этот год. Загадайте, пожалуйста, на себя. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, сейчас быстренько посмотрю основные моменты. Вас, кстати, не один человек позовет замуж. Несколько мужчин идет, кто замуж позовет. Несколько. А одного вы уже точно знаете. Возможно, вы общаетесь, возможно, вы пара, а возможно, переписываетесь, а возможно, вы просто друзья. Да? Вы думаете, что вы друзья, либо коллеги, а на самом деле мужчина готовится позвать вас замуж, готовится к каким-то очень активным, я бы даже сказала, гиперактивным действиям. Так, и еще. Здесь буквы вышли. Буква С, буква О, буква Н, буква И. Ну, возможно, да, вам эти буквы о чем-то говорят. Мне они как инициалы мужчин, кто действительно желал бы вас позвать замуж. Желал бы. И есть буква, от которой вам держаться нужно подальше. Это буква К. Почему? Потому что человек на букву К при всех его там достоинствах и прочем любить не умеет и счастливой вас не сделает, хотя может вам очень красиво это обещать. Вот буква К, это может быть и имя, это может быть и фамилия человека. Показали именно так. Понятно, что вы вольны выбирать кого угодно, но вам буквально сейчас в святке ангелы говорят: человек на букву К счастья тебе не даст. Любить он не умеет. Вот и все. Вот. А другие буквы, неплохие буквы, они теплые, от них теплом веет. Так, давайте пойдем по порядку. Давайте разберемся с тем, кого вы знаете, кто рядом с вами находится. Этот человек, он на вас смотрит как на богиню. Он как будто бы, знаете, не замечает ваших недостатков, а наоборот приумножает ваши достоинства. То есть буквально он влюблен не в вас, не в вашу душу, а влюблен в какой-то вот мифический образ, да, где есть ваше лицо, но все остальное как будто бы чужое. Вот он вас как боготворит, мне идет, да, вот вы для него богиня, сошедшая с небес на нашу грешную землю. И вот он прям на пьедестал вас ставит и готов вам молиться. С одной стороны, это интересно, но с другой стороны, не знаю, какой-то фанатизм мне идет. Опять же, еще раз говорю, любит он не конкретно вас, а образ, который он сам себе придумал. Может быть, потому что вы долго его к себе не подпускаете. Может быть, у него не было шансов. Может быть, вы для себя понимаете, что это не совсем тот человек, кому бы я хотела ответить «да». И вы с ним общаетесь, постольку-поскольку. Да? Вот я вижу, многие люди, там, коллеги, да, либо вместе учатся, либо в одной компании находятся. Вы вроде как и принимаете его ухаживание, но принимаете их ради шутки, либо как развлечения. Вы для себя знаете, что вы этому человеку не скажете «да». Да, вот, хороший человек, но что-то не то, не ваш, да. Бывает такое, бывает. А он, вот видите, готовый в огонь и в воду, но опять же не за вами, а за вашим образом идти. То есть, в принципе, да, есть большая вероятность, что если вы прям сойдетесь и поженитесь,
Этот мужчина начнет замечать, что да, вы обычная женщина со своими плюсами, минусами, с плохим настроением иногда, с какими-то требованиями. То есть какие-то такие вещи. Станет ли это для него разочарованием? Ну нет, наверное, скорее станет открытием. Будет ли такой брак счастливым? Но брак — это работа, это труд, где пара, да, люди в паре должны сотрудничать, поддерживать отношения на плаву, работать над отношениями, не драться, не соперничать друг с другом, а наоборот друг друга поддерживать. Я не вижу, чтобы этот мужчина вам идеально подходил, но он будет делать вам предложение, и, возможно, даже не один раз. И еще вижу, что ваши отказы этого мужчину будут как будто бы разжигать изнутри. И он такой, ну, если женщина говорит нет, это точно да. Возможно, она стесняется, возможно, там еще что-то. Он будет сам себя утешать, он будет себе придумывать такие невероятные истории с позитивным концом. И девочки будут за вами ходить, буквально ходить и конючить. Выходи за меня замуж, пойдем в ЗАГС, давай распишемся, давай жить вместе. Да? Вот какие-то такие вещи. А он чем больше за вами ходит, чем больше он конючит, тем больше вы понимаете, что это прям совсем не ваш человек, что он вас раздражает, что вам неприятно его общество, и что то, что раньше казалось милым и забавным, сейчас это настолько приторно и навязчиво, что вы уже не знаете, куда вам деться, куда вам от него спрятаться. Ну, такой, знаете, как репешок, да, нудный, конючить будет, ходить за вами будет. И даже будет вам немножечко портить картинку, чем он будет вас преследовать. И вот будете знакомиться с новыми мужчинами, он будет приходить весь зареванный, в слезах, и говорить, ну как же так, мы же хотели пожениться, а ты вот с другим, понимаете? Ну такое. Приставала. Он добрый, он хороший, но он не тот. Вот вы и сами это почувствуете сердцем. Да? Ну, не герой вашего романа. Ну, бывает так иногда. Да? Любовь зла. Что поделаешь. Дальше. Вижу рядом с вами еще мужчину, который... Он либо вашим мужем был в прошлом, да, я не исключаю, что на эту отсыпочку пришли девушки, которые уже были в браке, да, в отношениях, причем, ну, возможно, и гражданский брак был. И также, возможно, этот мужчина, он чей-то муж, да, в момент, когда вы с ним встретитесь, он будет чьим-то мужем, не вашим, но чьим-то. Ну вот если это бывший, то бывший будет подкатывать и предлагать вернуть прошлое. Давай там вспомним былое, прежние времена, там опять сойдемся. Он не предлагает вам брак, он предлагает вам сойтись. Вот вы уже развелись, да, либо вы расстались официально, но он вам будет предлагать сойтись. Конечно, очень соблазнительно для некоторых девушек будет, но все-таки знакомый мужчина, вы уже его знаете как облупленного. Но с другой стороны, входить в ту же реку, разве это возможно, разве это нужно? Там вы уже все знаете, там ровным счетом ничего не поменялось. Ну да, может быть, чуть-чуть мужчина прокачался, чуть-чуть более зрелым стал. Больше, может быть, даже какой-то ответственности появилось. Но, в принципе, все осталось в базовых настройках. Ну, плюс-минус. Вот. Ну, будет такой у вас соблазн. Даже вижу, что у вас такой небольшой роман может быть с вашим бывшим. Ну, сходиться, не жениться, да, вы так подумайте, а потом оно как-то само собой на нет сойдет. Может быть, и вы начнете понимать, что все по-прежнему, и мужчина начнет понимать, что все по-прежнему. Ну, вот как-то сойдетесь и разойдетесь. Если этот мужчина будет чужим мужем, то этот мужчина прям будет вам героически рассказывать, как он бедный, каждый день страдает от нелюбимой жены, что живет он ради детей, что там имущество общее, что он такой несчастный, что он такой сякой. Ну, в общем, будет вам там песни соловьем петь. И да, у вас может быть роман с этим мужчиной. Роман достаточно такой головокружительный, страстный. Но потом, я вижу, идет такое резкое отрезвление. Скорее всего, вы его увидите с его семьей и увидите, что все у них прекрасно, что у них замечательная семья. Скажете, вот подлец, да, вот паразит. И вот как-то тоже, знаете, как от сердца оторвется
прям сразу охладеете к этому мужчине. Но вот этот женатый мужчина может вам предлагать тоже вот не брак, но сожительство, ну, либо как тайная семья, да, ты будешь моей тайной семьей. Ну, зачем вам это, да, ну, тем более, Господи, у тебя уже есть семья, иди живи. Если по-настоящему любишь, разводись, приходи, да, вот как-то так вы подумаете, но решите, что нет, все-таки это не ваш вариант. Особой конкретики, да, я не вижу. То, что он рассказывает, это совершенно не то, что на самом деле происходит. Дальше, мои хорошие. Вот у кого-то на работе мужчина есть, скорее всего, начальник. Либо есть, либо еще появится. Мужчина, который, ну, такой, знаете, педант, очень... Все у него там по полочкам, по правилам. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Такой, знаете, красивый, стильный, деловой, успешный, но слишком на правилах замороченный. И вот он вас оценивает как идеальное дополнение к себе. Да? Он не видит в вас прекрасную, шикарную женщину. У него там сердце не выпрыгивает из груди от чувств к вам. Да? Не такой уж он и страстный, как хотелось бы, как должно быть на самом деле. Но вот как идеальное дополнение к своей вот этой красивой жизни. И мужчина вам честно так и скажет, что вот у меня все есть, да, чего не хватает, так это красивой и умной жены рядом. Вот я тебе предлагаю хорошую такую жизнь, да, устаканенную, достойную. Ну вот есть ряд условий, есть ряд правил, что ты вот... делаешь это и это, меня сопровождаешь, там наглаживаешь, настирываешь, наготавливаешь, ну, либо у тебя будет помощница, но ты все равно за это все отвечаешь. И вижу, что многие девочки задумаются, особенно у кого такая непростая, тяжелая жизнь. Но опять же, если у вас нет детей, и вы готовы прожить с холодным мужчиной без любви ради материального благополучия, ну, в принципе, с натяжкой может быть. Но если у вас есть дети от других браков, если вы живая, активная, вы нуждаетесь в любви, ну, прям категорически нет. Ну, это жизнь, ну, в золотой клетке, да, может быть, но в клетке, понимаете, клетке. Вы же заскучаете через год, вы же захотите настоящей жизни, любви захотите, нежности захотите, а не вот этой представительной картинки. Но будет предлагать, прям открыто будет предлагать, чуть ли там давай этот брачный договор подпишем, контракт составим. Вот так прям подходит по-деловому. Это обидно, девочки, это обидно, особенно ну, в плане там, отношений, брака. Ну как, хочется ведь все-таки какой-то нежности, ласки хочется, любви хочется в конце концов. Что это за это подписание договора, да? Что это за деловые отношения? Хотя для карьеры, для продвижения, для жизни в достатке, да, неплохой вариант. Неплохой. Но опять же, я не вижу, чтобы кто-то из вас там прям бежал через препятствия, кричал: да, я ваша навеки, хочу в эту золотую клетку. Ну, соблазнительно, но если подумать, то нет. Вы слишком живая, вы слишком независимая, вы любите свободу, да, жизнь на полную вы любите. А вот то, что он... Что там, ходить линейкой, вымерять, как вы там посуду расставили. Ну, это не жизнь, это какая-то каторга, извините меня. Нет, не знаю, как по мне, так нет. Хотя, может быть, кто-то и согласится. Может быть, даже вы согласитесь, этого мужчину под себя переделаете. Но это сильные женщины, да, сильные духом, волей, такие вот прям барышни боевые. Но опять же, если оно вам надо. Если не надо, то точно не согласитесь. Ну и вот мы подходим к венцу. Вот он, мужчина. Но у этого мужчины явно ребенок есть. Либо кто-то младший, о ком он заботится, как о ребенке. Ну, допустим, младший брат, младшая сестра. Вот младший родственник, да, мне идет. Хотя у кого-то и ребенок, да, может, мужчина с ребенком. Ну, вот так случилось, что он остался с ребенком. Ну, либо там мама была такая, что ребенок выбрал жизнь с отцом. Вот этот мужчина, он самый достойный, он показан в центре отсыпки. И этот мужчина тот, кто вас, ну, вот за талию держит, да, вот как
свою родную за талию держит, да. Но есть тут один нюанс, про который я должна сказать. У мужчины очень непростое прошлое, и мужчина, возможно, даже, как бы вам это сказать, не совсем вашей национальности, да, не совсем вашей расы. У кого-то прям иностранец, да, который живет в другой стране. У кого-то мужчина, ну, допустим, вы славянка, да, а он, допустим, южных кровей, да, там, азербайджанец, например. Ну, это пример, не привязывайтесь, да, вот как бы он иностранец, он носитель другой культуры, другого менталитета и других привычек. Даже если мужчина вашей национальности, ну, например, может жить в другой стране и жить достаточно давно, он полностью перенял повадки и менталитет той другой страны. То есть он уже как бы не такой, как вы. С одной стороны, это очень интересно, это прям увлекательно, да, нечто новое, новая культура, новая кухня, новый взгляд на жизнь. Но с другой стороны, будут и подводные камни. Угу. Об этом я должна вас предупредить. Особенно вот если он живет где-то далеко от вас, он будет вас звать к себе, он будет прям настаивать, чтобы вы переехали, оставили свою прежнюю жизнь, семью, друзей, работу и переехали к нему. Мне этот мужчина больше всего нравится, и он вам по судьбе идет. Выберете ли вы этого мужчину, будете ли вы с ним, я не могу сказать, потому что дорога остается открытой. Это ваш выбор и его выбор. У вас какие-то условия будут к нему, да? Вы выставите условия и скажете, что вот либо так, либо никак. И мужчина должен будет их принять, да? Либо какой-то компромисс вы должны будете найти. Понятно, что вот так решиться и куда-то съехать, переехать, это очень тяжело. А если у вас тоже дети есть, да, это и на жизнь ваших детей влияет. Но не сможете же вы маленьких деток оставить. Конечно, вы с собой их будете брать. И тут вы отвечаете уже не только за себя, за свое будущее, но и за будущее своих детей. Вот этот мужчина, он основательный, он крепко стоит на ногах. Он в красивом таком наряде. Этот наряд подчеркивает его статусность, его положение. Он достаточно обеспеченный человек. Может быть, он и не хватает звезд с неба, но у него все есть, он обеспечен. Тот, кто с ним рядом, ребенок, либо родственник, полноправный член семьи. То есть вам еще и это нужно будет принять, либо с этим нужно будет считаться. Я не могу гарантировать, что этот младший родственник либо ребенок будет как-то на вас адекватно настроен, потому что всякое бывает, опять же, там притирка, признание, пока примет, пока вы найдете общий язык, там могут быть проблемы. Вот. Мужчина, он не будет вмешиваться в отношения между вами и вот этим младшим персонажем. Но вы оба дороги этому мужчине, и мужчина одинаково любит. Если ребенок, то понятно, да, ребенка любит, либо там брата и сестру, но и вас он любит. Это не похожая любовь, но приблизительно с такой же силой он любит. И если у него есть ребенок, то он 100% полюбит ваших детей и будет их воспитывать как своих. Если это какой-то родственник, то вам придется полюбить этого родственника, потому что этот родственник всегда будет присутствовать. Даже когда вырастет, даже когда на ноги встанет, все равно он будет присутствовать. Да? То есть это часть жизни этого мужчины. Мужчина занят серьезным делом. У мужчины мало свободного времени, но все свое свободное время он тратит на тех, кого он любит. То есть есть у него там 3 часа, он 3 часа потратит. Есть всего лишь час, он только лишь час потратит. Потому что и работать надо, да, и нужно поддерживать хороший уровень жизни. И мужчина не станет ждать, что вы там пойдете, будете батрачить, приносить ему деньги, да, покупать еду. Нет, никогда он на такое не пойдет. Он в этом плане воспитан очень правильно, у него есть по этому поводу свое мнение. И это мнение для него закон. Да? Вот если я мужчина, я должен работать, обеспечивать, моя семья ни в чем не должна нуждаться. И то, что у женщины ее заработки, это ее заработки. Да? Я не имею никакого права даже о них думать. Это хороший знак.
Но вот если действительно переезжать, то вам придется начинать все сначала. Для многих из девушек это действительно крутая возможность, да, потому что вы начнете все сначала. Вы можете попробовать себя где угодно и в чем угодно. Мужчина вас в этом будет поддерживать. Если вы прям строите карьеру, то да, это прям такой переломный и болезненный момент, потому что вам придется ради любви, ради брака чем-то жертвовать. Ну, как вышло, так вышло. Но вот я вижу этого мужчину очень хорошим, потенциал у него прекрасный, и у него очень хорошая генетика. От него родятся очень красивые, умные, здоровые дети. Выбирать, конечно, вам и решать, конечно, вам. Ну, вот такая информация пришла. Выбор здесь большой, но, как по мне, только один достойный претендент на вашу руку и сердце, а другие это так, знаете, тренировочка, да, либо чтобы не скучно было. Мои хорошие девушки, женщины, пусть каждая из вас найдет свое счастье, пусть каждая найдет своего суженого, и пусть у каждой будет счастливая семья, счастливый брак. Искренне от всего сердца вам это желаю. Спасибо вам за внимание, берегите себя, всем пока-пока.